В общем, подробная информация по этой лотерее. С этим вопросом мы и обратились к директору малого предприятия Сергею Караченцеву. Итак, Сергей, разъясни, пожалуйста, поподробнее, что это будет за лотерея, сроки ее проведения и, если можно, выигрыши какие намечаются, и чем она будет вообще отличаться от тех лотерей, которые были в нашем городе. Ну, хотел бы начать свой небольшой рассказ с показа образца. Вот, пожалуйста, образец этой лотереи. Лотерея малого предприятия «Турист», называется туристическая, тираж который состоится 19 мая. Основная задача этой лотереи – это формирование уставного фонда малого предприятия «Турист» по развитию международного туризма. Я в предыдущей информации говорил о том, что предприятие в основном будет заниматься международным туризмом. У нас есть соответствующие потенциальные условия для этого, и сейчас идет масса наработок. Теперь, что касается подробной информации по лотерее. Я тоже, Володя, слышал неоднократно уже, так сказать, и просьбы в свой адрес рассказать подробнее, что это такое. Многие говорят, что это очередная авантюра. Вы прекрасно знаете, что у нас многие лотереи проходили уже и довольно... Ну, наверное, есть основания для таких разговоров. Да. Некоторые, так сказать, на высоком уровне, другие не на высоком уровне. Я еще раз говорю, что учредителем этой лотереи является городской совет народных депутатов и городской комитет комсомола. Что входит в выигрыши этой лотереи? Лотерея денежно-вещевая. Сюда входит товарное покрытие и денежные выигрыши в общей сложности на 44% от всего объема реализованных лотерей. Если можно выигрыши подразделить на три варианта, то я скажу, что к первой части выигрыша относятся денежные выигрыши, суперприз 100 тысяч рублей. Также будут денежные выигрыши 10 тысяч, 5 тысяч, 1000 и 500 рублей. Затем сюда входят такие виды выигрышей, как туристические путевки, как по внутрисоюзным, так и по зарубежным маршрутам. Сейчас мы окончательно вроде бы уже все оговорили, но остается небольшой нюанс по дополнению туристических путевок. Есть такая организация «Алдан Эсперанса Тур», и буквально вчера мне позвонили из Алдана и дали информацию, что есть возможность приобрести несколько путевок в Соединенные Штаты. С чем это связано, я на следующей неделе выйду туда, разберусь, и если будет такая возможность, мы обязательно включим данные путевки в розыгрыш этой лотереи. И третья категория выигрышей этой лотереи – это обыкновенные вещевые, так сказать, выигрыши. Что входит сюда? Автомобили. «Москвич-412», «Запорожец». К сожалению, пока старого образца, но на фоне наших дефицитов сейчас и это очень хорошая машина. Мотоциклы, снегоход «Буран», телерадиоаппаратура и электробытовая техника. А также некоторые вещи из области спортивного инвентаря, начиная от мечей, спортивных велосипедов, обыкновенных велосипедов, удочки, ну и другие, так сказать, вещи. И все это можно приобрести за 3 рубля? Да, за 3 рубля. Я хотел бы еще дополнить, мне неоднократно говорили, не будет ли у вас, как в прошлом году, вы продавали 10-рублевую лотерею, напечатали там 2 страницы колготок. Я официально заявляю, что колготок и прочей мелочи не будет. Где можно купить эти лотереи? Эти лотереи распространяются сейчас в магазинах нашего Орса. Мы заключили договор напрямую с магазинами. И у общественных распространителей города, которые курсируют на автомобилях, ходят пешком и распространяют. У нас есть соответствующие договора. Мы объявили конкурс среди распространителей. Наибольшее количество лотерей, кто распространит, те будут поощряться хорошими подписными изданиями. Мы фонды определенные достали. То есть стимул для распространителей. Итак, последний вопрос. Тираж состоится 19 мая. А где он будет опубликован? На страницах каких газет? Тираж будет опубликован на всех страницах наших газет городских. То есть «Индустрия Севера», «Курьер», «Углестроитель». А если кто слушает информацию наши соседи по районам, то в «Молодежь Якутии» в Якутске будет публиковаться, в «Алданском рабочем» в Алдане и в газете «Авангард» в Тынде. Ну что ж, я думаю, есть смысл рискнуть, а мы продолжаем свою программу.